Сегодня 11 июля 2025 года, 17 часов 8 минут по Берлину, 18 часов 8 минут по городу Джахару. Я дико извиняюсь за опоздание. Ну, так получилось. Так, всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности. То есть не пишите комментарии и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные с усиленным темпе присоединяйтесь к распространению и писанию комментариев, так как нам всячески мешают доносить до людей правду. Сегодняшний свой стрим я назвал «Трамп в гневе. Путин будет разорван в клочья». Давайте об этом и многом другом поговорим, но перед этим сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских боевиков в Украине. За прошедшие сутки ликвидировано и ранено 1040 бандитов. Итого их цифра достигла 1 миллиона 31 тысячи 620 бандитов. 2 танка уничтожено, 7 боевых бронированных машин, 23 артиллерийские системы, 222 уничтожено БПЛА, 222 статья в Уголовном кодексе России является ношение оружия. Так, вспомнил резко. 14 крылатых ракет, 76 автомобильной техники и цистерн. С чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Слава Украине, слава ЗСУ. Так. Так, приветствую, Стратклайд. Владимир Рубинович, всем салам, витаю, шалом, братья. Витаю, шалом, дорогой Владимир. Эркин, шалом, слава Украине, героям слава. Героям слава. Так, ну, новости давайте вам сперва, как обычно, сообщение от Deutsche Welle на русском языке. Пока Россия не возместит ущерб, причиненный в результате вооруженного нападения на Украину, Москва не получит доступ к замороженным российским активам, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Общую сумму ущерба глава германского правительства оценил в 550 миллиардов евро. В Киеве затраты на восстановление Украины более чем 3 лет войны оценивают в 850 миллиардов евро. В феврале 2022 года Запад заморозил активы российского банка на сумму более 260 миллиардов евро. Большая часть этих денег, около 190 миллиардов, хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еще часть суммы в США. Нормально так, русню на 260 миллиардов нахлобучили. И такая разница в оценках, она, конечно, интересна, то, что Германия говорит 550 миллиардов нанесен ущерб, да? А Украина говорит, что 850 миллиардов. В принципе, я не против, чтобы на 300 миллиардов больше заплатили. Главное, чтобы россияне украинцам. Главное, чтобы они заплатили украинцам, а не каким-нибудь ворам и хапугам, которые сидят на этих потоках и пилят эти деньги.
Также утром вчера, 10 июля, в Киеве был убит полковник СБУ Иван Воронич. Неизвестный сделал 5 выстрелов в упор и скрылся. Прямо в Киеве. В Киеве объявлен план перехват, но, по всей видимости, результатов он пока не дал никаких. Полковник СБУ от полученных ранений, старший оперативник Центра спецоперации Воронич скончался на месте. Да. Мои соболезнования родным и близким. Ну, интересно, кто это сделал? Кто в центре Киева может вот так расстреливать полковников СБУ? Кто это был? Кто это мог быть? Это русские сделали? Или какие-то мстители, может быть? Интересно, конечно. Интересно получается. Так. Фридрих Мерц очень грамотный немецкий политик. Он намного лучше Шрёдера, Меркель и Шольца. Да, Фридрих Мерц это, конечно, крутой парень, я вам скажу. Молодец, мне нравится. Но я скажу, и Шольц тоже непростой парень был. Да и Меркель. Про Шрёдера, конечно, такого не скажу. Ну и про Меркель, конечно, многие интересные моменты всплывают. Но ушла тихо, сидит, молча. Все нормально. Светлана Хадзевич, салам алейкум, асан. Украина, витает, здоровья вам, добрым людям. Спасибо большое, валейк салам, Светлана. Взаимно, взаимно. И вам здоровья. Так. Путин будет разорван на георгиевские ленты в 4 ряда. Кстати, Светлана, это очень хорошая идея, Светлана и Эве. Это хорошая идея. Или на британский флаг, ну или на георгиевские ленты. Короче говоря, Трамп сказал, что он готовит большой сюрприз. Но если Трамп такое сказал, то там обязательно должно быть что-то очень такое мощное. Так. Башкортостан смотрит вас. Ассаламу алейкум, Башкортостан. Башкорт, витаю вас. Единственная большая просьба, не говорить, где вы, что вы, потому что у вас могут возникнуть... Короче говоря, лестно обо мне или в хорошем контексте обо мне лучше не пишите. У вас могут возникнуть проблемы. Но я вас приветствую. Уважаемые башкиры мои. Алейк салам, брат Башкира. Алейк салам, брат. Именно из Меркель Германия впустила сотни тысяч беженцев, и до сих пор отголоски остались. Ну, я тебе скажу, Старс Клайд, Меркель спасла очень многих людей. Очень многих людей тем, что она запустила сюда. Потому что этим людям деваться было некуда. С момента, как сюда въехали сирийцы, здесь нельзя сказать, что выросла какая-то преступность именно там в каком-то направлении, в какой-то части она стала больше или меньше. Никаких терактов они не совершают здесь. Все теракты, за всеми терактами совершу, теперь я уже убежден в этом, на 100%, на 99,99% совершают российские спецслужбы. И близко контакт у них сейчас с афганцами, с талибами. Они признали талибов. Поэтому здесь мы часто видим нападения с ножом. Несколько уже было афганцев. Это большая такая психологическая операция, которая проводится над человеком. Для того, чтобы его заставить совершить это преступление. Это подготовку этого человека. Проходит определенное время. Его подготавливают, зомбируют. И потом подводят его под это нападение, под это преступление, под это террористические акты. Но сирийцы, как мы видим, здесь не совершают
таких террористических актов. Поэтому, а то, что вот у нас тут говорят, что вот беженцы, там, третье, десятое, да, это у нас вот эта проблема есть. Их достаточно много здесь беженцев, но если так относительно, конечно, числа брать, так это может быть достигают там, если 80%, 82 миллиона населения Германии, то около 5 миллионов беженцев. Это и русские, и немцы так называемые, и чеченцы, и все остальные там, которые есть. То 5 миллионов, если в общем все брать, то это, ну, чуть больше там 6%, чуть меньше 6% получается. Поэтому я бы, ну, не стал бы говорить, что здесь как бы такое большое количество беженцев. Хотя это очень много и достаточно много. И они нужны. Нужны рабочая сила, потому что вся немецкая молодежь, образованная молодежь, которая хочет получить образование, развиваться, они уезжают в Америку. Это просто уже, знаете, как обязательно. Вот если немец, молодой, ну, не берем там всех, конечно же. Некоторые там патриоты хотят у себя оставаться, это все отлично. Но в целом, немецкая молодежь, образованная молодежь, которая не хочет здесь работать на стройке или там получить какое-нибудь там среднее техническое образование и работать тут, а развиваться, учиться, зарабатывать деньги, там, программист, все уезжают в Америку. И молодежи очень мало, плюс мало рожают, много стариков, продолжительность жизни в Германии высокая, и их всех нужно кормить. И на одного пенсионера где-то 3 рабочих приходится, как некоторые утверждают. Поэтому нужна здесь рабочая сила. И проблемы вот с этими беженцами, она больше всего была высосана из пальцев. Опять же, теми же терактами. Теми же терактами, за которыми на 99,99% стоит фашистская Россия. И КГБ СССР, ну и, конечно, ГРУ. Их миньоны ГРУ. И вот эти партии, АФД, там разные другие там товарищи и представители, они связаны опять же с Россией, и они на этом играют. И другим партиям, там, партии ХДС, другим партиям, которые не против этих беженцев, и они понимают, что экономике они нужны, эти люди, то вот эти, ну, играют, спекулируют этим, да, манипулируют и спекулируют. И тогда вынуждены уже и Мерц, и Шольц говорить о беженцах, что мы их больше не впускаем, там еще мы что-то делаем и так далее. Поэтому в этом смысле Меркель сделала очень много полезного для людей. Да, конечно, есть основания утверждать, что она там как бы связана была со Штази. Некоторые, по крайней мере, об этом пишут. Некоторые там другие вещи там разные говорят. Но нужно сказать, что для Германии она сделала очень много. И в том числе для приема этих беженцев. И причем их приняли, знаете, на очень высоком уровне. Везде, куда они приходили, везде на арабском было написано. Там английский, немецкий, английский, там и арабская вязь идет. Ну, как бы в этом смысле много что было сделано для них. Ну, я сейчас думаю, война закончилась, некоторые уедут. Хотя особо рвения, чтобы уехать, нет. Есть преступники, есть преступления. Это тоже как бы не исключаем. Есть, конечно же. Но нет, чтобы какой-то волны там захлестнувшей там Германию преступными вот этими сообществами. Ну, такая ситуация немножко была. Их быстро вылавливали, преступников сразу же депортировали. В этом смысле как-то так. 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 Сейчас. Ой, я смотрю, вы тут сразу вся троллятина зашла. Наши бойцы, наши подписчики сейчас бьются. Смотрю, тут Иркин бьется. Все остальные. Валейк салам, Шамиль.
Сейчас я тут найду. Так, Салам Маршал, вітаюся адекватно, алейк салам, Делі Салам Маршал, Аслабек. Ам Израиль Хай, Эммануэль, Шалом. Обязательная традиция зайти и сказать, что я похож на Ходора. Я абсолютно, ну, может, какие-то схожие черты есть, но раньше раньше нормальные люди меня путали там с американским каким-то актером. А сейчас у них обязательно нужно сказать, что я там похож на Ходора, чтобы вот косвенно в голове у кого-то отложить, что, это же, наверное, еврей, поэтому он там за евреев топит там и так далее. Вот, такие хитрые, мелкопакостные, мелкие такие человечечки. Привет из Беларуси. Приветствую, Беларусь. Живе, Беларусь. Вот, и Татьяна тоже дует в эту же дуду. Ну, видите, они тут все зашли. Все евреи на одно лицо. Я там Ходорковского похож, и все евреи на... И вот они друг другу подскакивают. 3 человека уже. Ну, 3 тролля, 3 троллятины. Это каждый стрим они так делают. Везде они заходят, и постоянно нужно долбить. Потихонечку они вот так людям закладывают, что я еврей. Да, нацики, Z-нацики, у меня здесь они прописаны, потому что им за это платят деньги, и обязательно вот, мой канал это нужно атаковать в обязательном порядке. Валейк салам, младший брат. Валейк салам. Салам, Берлин, салам, Берлин. Лидер Северной Кореи управляет Ким Чен Ир, президент всей Руси. Ничего не понял, Асланбек, но думаю, это интересно. Вот это тоже, да, туда же Лючляча. Такой младший брат, старший брат начал тут говорить, это из той же оперы оказался. Вот Николас Кейдж, да, они не говорили, Николас Кейдж говорили его. Вот сколько тут. Они теперь все будут писать. Я об этом сказал, теперь они все будут писать. Ты хоть видишь, что у тебя нету поддержки, говорит, life is... Это они таким образом провоцируют вас писать комментарии, понимаете? Вас, которые молчат, им нужно выявить вас.
Понимаете? Особенно тем, кто находится в фашистской России. И поэтому они постоянно ковыряются. Это вся троллятина. Вот кто здесь заходит, пишет. Это вся, ну, большая часть, конечно, там мои зрители, конечно же, есть. Но вот это вся троллятина. И вот они вот провоцируют. Ну, это тоже. Ну, короче, не буду я вас больше банить. Ладно, пишите, короче говоря. Хоть Ходорковский, хоть что хотите, пишите. Так. Ну, вы отвлекаете. Привет из Баварии, слава Украине, слава Израилю, говорит Евгений. Приветствую, Бавария, приветствую, Евгений. Еще один привет из Беларуси. Салам Машал, Думас Аргаделер, Салам Машал, Холь Георгий, живе Беларусь. Просто забивает весь эфир. Просто забивает эфир. И найти никакой комментарий нельзя. Да, новая методика. Не новая, конечно, но методика. Как относишься к Арестовичу? Ай, кто такой? Что-то я такого не знаю. Assalamu alaikum. Ju var ute i Örsimak, Aslam. Wa alaikum assalam DMT. Ju var ju där. Där ju var ju. Vay ära dördü. Zu Türmaçur. Del mu'la. Так, ну ладно, я тогда, вы меня тут все забиваете. Лучше я так пообщаюсь. У нас сегодня тема интересна. Хочется поговорить, там, с нормальными людьми, со своими пообщаться. А то вы мне тут все забиваете, я ничего не могу читать. Поэтому все, как ветром сдуло. Где троллятина? Ну все, вот нету, смотрите. Опа, и вся троллятина исчезла. Все. Никто из них не подписан, никто из них ни в чем не... Ну, может, кто-то есть там, который подписан такой. Ярый мой ненавистник. Вот смотрите, сейчас было более 600 человек зрителей, потом резко стало 300. 284 сейчас. Вы видите, да, все зрители мои. Вот не может 300 человек одновременно выйти. Они могут потихонечку вот так спускаться. Ну, сразу, даже может 50 резко обидеться на что-то, уйти. Но не может сразу больше половины вот так взять, там 300 с чем-то, там 350 человек. Просто вот сейчас смотрите, 700 почти, 696. Не может быть 284 и резко стать 700. Это троллятина. Это знаете для чего делается? Это делается для того, чтобы уронить наш стрим.
Потому что люди заходят на 5 секунд, сейчас они быстро опустят, вот смотрите, 696, они сейчас опустят. Они на 5 секунд, на 10 секунд заходят, как будто неинтересно, и вышли. Понимаете? Вот такая вот работа у них ведется. И вот такие аномальные процессы вы на других каналах замечаете? Не замечаете. Но эти почему-то задержали. 719 пока держится. Это, ну, они сейчас уйдут. И резко причем. 200, 300, 400 сейчас отпишутся. Ну, перестанут смотреть. Ну, да ладно, давайте перейдем. Ну, они сейчас, наверное, хотят, чтобы я оказался неправ и могут поддерживать. Ну, да ладно. Раньше тролли часто поднимали тему Палестины и мусульман, чтобы от темы сбить. Да, совершенно верно. Абсолютно так. Всегда они так делали. И сейчас они делают. Важно, чтобы отвлечь от Украины, от проблем, которые сейчас у них возникли в Украине. Вот от чего, вот для чего они пытаются это все делать. Знаете, Путину, Трамп обещал России, Путину обещал большой супер сюрприз. И раз обещает Дональд Трамп сюрприз, значит это будет мега просто интересное происшествие. И скорее всего Путин будет разорван в клочья. Понимаете? Просто будет разорван в клочья. И долго, полгода они тянули. И знаете, сами русские, некоторые их там аналитики, комментаторы заявляли о том, что что Трамп их обманывает, вводит их за нос, что это все спекуляция, все это игра там, и так далее, и так далее. И буквально вот полгода, как он вступил в должность, Дональд Трамп, и полгода назад российские, русские, КГБшные, вот эти ФСБшные аналитики говорили, комментаторы говорили о том, что он нас как бы вводит за нос, это пройдет буквально 6 месяцев, и все это закончится. И они говорили, что они нас боятся. Ну, вопрос, а почему он вводит нас за нос? Зачем вводить нас за нос? Задают ему вопрос там одному деятелю. И он отвечает, потому что американцы боятся российского ядерного арсенала, что у них там куча бомб, и они могут просто закидать бомбами. И последний, видимо, разговор, который состоялся на повышенных тонах. И, скорее всего, Путин очень сильно нагрубил Трампу. И больше играть уже как бы вот в эту игру, как будто там Трамп пытается как-то там договориться о мире. Он-то пытается, но те как будто делают вид, что собираются там заключать мир. И вот так водили за нос Трампа на самом деле. И теперь, видимо, что-то произошло, видимо, уже терпение Трампа кончилось. И тогда Трамп, ну, там, заявил, ну, видимо, жестко поставил ультиматум, и Путин жестко ему там нахамил. И сейчас уже об этом, кстати, вот я о чем говорил, вот эти комментаторы, их вот эти аналитики, они как раз и говорили, где-то на 6 месяцев Трампа хватит, а после этого уже будет очень мощная эскалация. Эскалация будет и со стороны Запада, со стороны Соединенных Штатов Америки. Также она будет и внутри самой фашистской России. Сейчас убитый министр транспорта Старовойт. Это методы, как они будут увольнять людей. Это методы Сталина, это методы НКВД времен Сталина. И они будут просто так людей расстреливать. Вот эти все министры, чиновники, которые есть, их будут обвинять в связях с Западом. А у кого у них здесь нет гражданства, денег на счетах тут на Западе. И, короче, начинается такая охота на ведьм. Охота на ведьм. И главное, почему с ними начал тогда Трамп разговаривать, их вот эти комментаторы заявляли о том, что потому что боятся нашего ядерного вооружения. И нужно нацелить на Америку ядерное вооружение. И после этого все просто разбегутся, упадут на колени, будут просить России о пощаде. Полгода прошло, полгода они пытались договориться. После того, как они не смогли договориться, после того, как они все-таки не договорились, произошло следующее. Теперь Россия собирается говорить языком ультиматумом с Америкой, с Дональдом Трампом. И вот мы подходим вот к этой
черте пересечения вот точки, где в конце концов терпение Трампа лопнуло, закончилось, и Россия, Путин открыл свое истинное лицо, там, водил за нос, там, пытался там что-то сделать, заболтать и оттянуть эту ситуацию. Русские говорят сейчас уже более нагло, более уверенно, что нет, мы будем идти там до конца и так далее. Это не значит, что на фронте у них все хорошо. Вот только что я вам сообщал, сколько на потери было за прошедшие сутки. 1040 боевиков уничтожено и ранено. Это говорит о том, что в России будет мобилизация, всеобщая мобилизация, о которой так много говорили, и они всячески откладывали вот этот момент. Это говорит о том, что если дальше им нужно воевать, дальше нужно идти, то, соответственно, им нужно делать всеобщую мобилизацию, отменять плату, чтобы все раньше за деньги было, все, никаких денег, теперь за идею, за родину, то есть за КГБ, за ФСБ, полный вперед, нужно идти и воевать. Будут забирать всех. Будут отбирать машины, джипы для армии, для фронта там, и так далее, и так далее. И по всей видимости, они к этому уже подготовились. Будут в этом смысле наводить порядок и одновременно с этим расстреливать внутри своей системы всех, кто немножко им покажется неблагонадежным или же там шпионом, там, связанным с Западом там, и так далее, и так далее. Короче говоря, все дальше и интереснее, и как говорится, закрученней получается сценарий, за которым мы будем обязательно следить и анализировать, что происходит. Это боты. Один человек сидит на компьютере, все это делает. Да, абсолютно так, абсолютно так, абсолютно. Да, боты уже до конца стрима ушли. Комментарии писать они здесь уже точно не смогут. Трамп что-то поменялся в последнее время. Ну, ему уже надоело. Он так пытался договориться, он пытался заключить сделку. Там, сделка это значит обоюдное, выгодное какое-нибудь там предложение. Но, знаете, очередной раз Путин подтвердил ту истину, которую говорят про вот этих ФСБшников и про эту Россию. Только язык силы они понимают. Только вот в пятак дать до крови. Вот только так понимают. Никаких разговоров, никаких сделок. Как только ты начинаешь с ними разговаривать, все, ты лох, тебя нужно развести, тебя нужно обмануть, тебя можно... И вот он обманывал эти 6 месяцев. Как мог обманывал. Ну, наверное, придется... Наверное, какую-то пользу извлек Дональд Трамп от этого общения. Мы видели разные моменты, видели, как Дуров приезжал в Париж, мы видели другие очень странные, интересные вещи, как там Башар Асад был вывезен из Сирии туда, на Россию и так далее. Но, видимо, какая-то торговля была, какой-то там договорняк был все-таки. Но вот, по всей видимости, Россия больше не будет выполнять договоренности, и больше, видимо, нечего ей дать, или больше она не может себе позволить что-то большее дать. Может быть, гарантия от Китая, который также сказал, как вы слышали, что мы не можем позволить, китайский представитель сказал, что мы не можем позволить проиграть России. И эти гарантии, все, и после этого тон Путина мог измениться, и как мы видим, произошел конфликт, и все. Теперь уже за Россией уже открыто стоит Китай, о чем мы все понимали уже, догадывались уже давно. И Китай будет снабжать, вооружать, и да, это, конечно, продлит агонию фашистской России. Трамп понимает, что Путин лжец. Ну, конечно, да. Украина с вами, Дмитрий, витаю вас. Трамп прошел путь Зеленского из ватников бандеровцев. Отлично сказано, Остап Бандера. Остап Бендер. Абсолютно, да-да. Он тоже думал, что вот он сейчас договорится, там бабки все решают, бизнес там, третье, десятое. Наверное.
Наверное, мы не знаем. Мы видим только то, что нам вот показывают, что вот мы хотим договориться, а может там какие-то вообще другие глубинные какие-то проблемы были. Ошибка России заключается в том, что с Америкой шутить нельзя и грубить Америке-то не советуют. Уже столько раз шутили с Америкой, столько раз нагрубили Америке, что уже просто вот Джо Байден, как бы его Дональд Трамп не ругал, Джо Байден на самом деле как очень грамотный, вот такой тяжеловес, всю свою жизнь находящийся в политике человек, который очень хорошо знал Россию, очень хорошо чувствовал эту всю ситуацию. Он очень правильно выстроил отношения с Путиным, с Россией. Но, видимо, у американского государства, у американского в целом правительства, президенты уходят, приходят, уходят, у американского государства, глубинного, можно да, сказать, государства, были какие-то свои другие причины по этому поводу. Другое понимание ситуации. И поэтому, может быть, пошли навстречу с Трампом, с Путиным. Но русские утверждают, что Америка их боится, потому что у них ядерные бомбы там и так далее, и так далее. И теперь сейчас русские и Владимир Соловьев не зря ведь начал прямо открыто говорить. Прямо просто открыто начал уже утверждать, что нанесут ядерные удары с обеих сторон по материку, по Северной Америке, вокруг Соединенных Штатов, уже начали такие ролики снимать, что вот волны поднимаются с одной стороны, накрывают, то Британию накрывают, то накрывают там Соединенные Штаты, и типа пробьют они там канал, то есть нанесут удар и соединят два океана, это Владимир Соловьев рассказывает, и будет канал имени Сталина. Представьте себе, они переходят на эту жесткую риторику. Теперь они будут очень жесткие. Ну, посмотрим, как американцы себя поведут. Если американцы хотя бы один раз моргнут, хотя бы одним глазом, все, они оборзеют до безобразия. Теперь американцам придется себя показать вот полностью железобетонными, стальными себя нужно показать. Ну, посмотрим, как поведут. Если вот это действие Трампа русские расценили так, что все, американцы их боятся, прямо открыто они говорят, они нас боятся, как только поймут, что на самом деле Америка чего-то боится, все, это закат Америки, это конец Соединенных Штатов будет. Посмотрим, не могу поверить, что это произойдет, поэтому будем наблюдать, очень интересно все. Так. Валейкум ассалам, позитрон. Силу надо еще иметь, прежде чем ее применить. Откуда у вас сила? Ну, ты кому? Ты нам или россиянам обращаешься? Видимо, Лавров просил, чтобы его приняли в США жить. Ну, не знаю, посмотрим. Россия, Китай, Северная Корея, Иран, Хизбаллах, Хамас, зла. Да, абсолютно так. Только Хизбаллах, Хамас, ну, практически уже не существует. Можно их списывать. Байден пассивный политик. Ты недооцениваешь Байдена. Байден очень мудрый, очень мощный был политик. Да, возраст у него и, конечно, здоровье. Как говорится, ничего не поделаешь. Но это не так, что он там пассивный. Нет. Я очень уважал и уважаю Джо Байдена. Калантарян, Лавров хочет США. Но он не может туда уехать. Его ждет судьба вот этого министра транспорта, который был недавно ликвидирован. Кто лучше, Трамп или Байден? Но все, что сделал Байден, было очень хорошо. Трамп пока особых каких-то мощных таких результатов не добился. Вот сейчас, он к чему-то вел, ведь, я имею в виду все, конечно, касательно России. Джо Байден четко, однозначно, как я как раз у себя в стримах всегда говорил, беспримесное зло. И
Байден сказал абсолютное беспримесное зло. И вот эти вещи, вот эти терминологии, они много имеют, большое значение имеют в политике, в международном праве, в международных отношениях. И в этом смысле все, что сделал Байден, было сделано, конечно же, для Америки, во имя Америки, но это было сделано очень грамотно, четко и так далее. И когда пришел Трамп, он начал там заигрывать с Путиным, нормальный парень, туда-сюда, он нас всех дезориентировал. И была надежда, у меня лично была надежда, хотя я понимал, что там разговаривать не с кем просто. Как сказал Аят Эдигов, когда были переговоры, там просто людей не было. Это все не люди там были, понимаете? Зверье самое настоящее. Вот самое настоящее зверье. И это не просто слова, это просто истина, которая доказана, понимаете, чеченской кровью, чеченскими, сравненной чеченской землей, всей республикой, с концлагерями. И сегодня, которые они установили, вот этот режим фашистующий, там, тоталитарный режим в Чеченской республике Ичкерия. Поэтому он назвал его убийцей, он не говорил с ним ни о чем. Ну, а Трамп сказал, я смогу, я договорюсь, я сделаю. И у меня была надежда, что он что-то реально, я понимал, что это невозможно. Но, опять же, у меня-то информации мало, у них есть больше информации. Да, еще известно, что, например, Путин без согласия США, Великобритании не стал бы президентом Российской Федерации. Это креатура ФСБ, конечно, он сам ФСБшник, выдвигался вот этой коллегией ФСБ, но здесь согласились на Западе с ним. Я надеюсь, больше агентов ФСБ нам не будут подсовывать западные страны после всего, что это произойдет, как президента России. Наверное, наш мир должен отдохнуть от этих КГБшников после вот этого КГБшника. И в этом смысле много что сделал Трамп. Много-много что, Байден, много что сделал. А Трамп, начал, говорил, но вот результатов мы не увидели. Просто пренебрежение мы Трампом видим. Он поговорит с ним 700. Представьте, 550 дронов, там, ракет там, и так далее. Потом поговорит 700 там с чем-то. Это просто издевательство, это унижение Дональда Трампа и Соединенных Штатов Америки. Но больше, наверное, так нельзя себя вести, мне кажется. Уже все рамки, все, что возможно, передано. Посмотрим. Будем наблюдать, как говорится. А как его ликвидировали, министра? Говорят, застрелили. И знаете, сейчас начали говорить, что застрелился сам себя вот этот Старовойт, министр транспорта. Застрелил его утром, Путин снял, и через час он якобы застрелился. А я полагаю, просто его куратор вызвал и выстрелил ему в затылок или в висок и так далее. Может, чем-то усыпили, там, наркотики, это любимое их занятие, подсыпать что-нибудь, чтобы человек был легко управляем. Завели его в кусты и застрелили. Одни средства массовой информации сообщили, что он застрелился в своей Тесле. У него машина была Тесла. Официальная у водителя, это рабочая машина, у него Аурус, как у Путина был. Министр, все такое. И говорят, застрелился в машине. Затем труп, да, мы видели кадры, где труп санитары забирают из кустов откуда-то. Не из машины достают, а где-то в кустах лежит. Выстреливший себе в голову в машине никак не мог оказаться где-то в кустах. Потом появилась информация, что его нашли в кустах, он отошел в кусты, чтобы никто не видел, и застрелился. Абсолютно нелогично. Мог бы и в машине застрелиться, какая разница. По идее, быстрее найдут трупы, быстрее, чтобы не вонял, не мешал, там, детей не пугал, там, собачек, разных кошечек, которых там выгуливают. И потом есть такой один там у них деятель, он начал говорить, что, скорее всего, его застрелили, его подельники, то есть его коллеги, с кем он зарабатывал коррупционные деньги,
чтобы он их не раскрыл. Но в таком случае нам нужен срочно задержанный киллер и задержанный этот подельник. А я полагаю, что это просто устранение человека, скорее всего, не за коррупцию. Коррупция это у них обязательно. Без коррупции там ничего не делается. Поэтому если расстреливать за коррупцию, то нужно всех их расстрелять. Поэтому я полагаю, что его застрелили за то, что он, вероятно, является шпионом, агентом Запада, и заподозрив его в этом, его быстро сняли с должности и быстренько его казнили. Группа там ликвидаторов выехала, быстро его отозвали, видимо, он послушно за ними пошел, скорее всего, что-то бросили там, выпить ему в таблетку какой-нибудь, порошочек какой-нибудь, чтобы он не сопротивлялся. Отвели его в сторону, грохнули и ушли. ФСБ это сделало. ФСБ или их миньоны из военных. Как-то так, я думаю. Как-то так. И то, что вот эти версии разнятся, это говорит о том, что это подтверждает, что это не самоубийство. И то, что начали отмазывать и говорить, что это якобы сделали как бы его коллеги, которые вместе с ним занимались коррупцией. Ну, тоже особо не выдерживает критики, потому что, ну, например, если бы он там брал деньги, то в этот же день утром, когда Путин его снимает, его сразу же расстреливают. Те, кто его расстреливали, если это были подельники, то они, ну, как минимум, еще больше преступления совершили. Тем более коррупция не считается таким ужасным преступлением. Вообще это не считается. На самых верхах это не считается никаким преступлением. Поэтому я считаю, что, конечно же, его грохнули за связь, наверное, за подозрение, там, за связь с Западом, с западными разведками. Скорее всего, так. А что скажешь насчет мнения Трампа о НАТО? Ну, то, что Трамп делал здесь в отношении НАТО, он просто вот так взял, такое полусонного такого НАТО, вот так потряс, побил по щекам, сказал, давайте собираем деньги, начинаем тренироваться, набирать оружие новое, современное оружие нужно. Дронами сейчас все будут воевать. И мне кажется, все, что он сделал, он делал правильно. Вот единственный момент, то, что он с Россией вот заигрывал, с Путиным, что я его знаю там и так далее. Может быть, какие-то скрытые дела они сделали, американцы, имеется в виду Запад, Америка, через вот контакты с Путиным. И какие-то дела однозначно Путин там что-то им сдавал, там Сирию сдал, там, хотя, правда, про турецкого там человека посадили, что, в принципе, особо большой разницы нет, но получше, чем там был Башар Асад. И, ну, не знаю, посмотрим, как там будет дальше все это развиваться. Но Трамп очень много, мне кажется, сделал для того, чтобы 1 триллион долларов в год в бюджет НАТО выделяли страны-члены НАТО. Посмотрим. В правительстве России составлен список министров, который называется «Прыжок без парашюта». Я думаю, да, многие связаны с Западом. Не обязательно нужно быть агентом Запада. Можно иметь квартиры, дома, там, детей, жен, там, еще кого-то там в Европе. И это уже может быть расценено как ты шпион там и так далее. Вот и все. Если меня объявили иноагентом, то есть это шпион, меня что же они обвинили в иноагентстве, в шпионе. Хотя я абсолютно ничей не шпион, я абсолютно независимый, свободный человек. И я работаю на то, чтобы мой чеченский народ не угнетался, не убивался, а те, кто были убиты, за них требую ответственности. Вот и все. Вот и за это они меня обвиняют. А я
я-то знаю, что я ничей не шпион, и поэтому они любого могут так называть. Просто я делаю активную работу, и все, им нужно меня вписать в списки. И вот они вписывают. И если любой министр, любой кто-то поймет, что... А я же и тоже говорю, что они же Россию уничтожают. Они же... Жила же Россия, развивалась, даже целый геноцид чеченского народа простили, дальше развивались там и так далее. А нет, полезли. И любой здравомыслящий русский, не русский, россиянин, любой, кто там, министр, замминистра, кто угодно, он понимает, куда идет. А вот эта авантюра с попыткой стать новыми дворянами КГБшникам, да, когда они должны были войти в Украину, и вот, таким вот образом Киевская Русь, потом построили вот этот свой храм, там, ну, у них все было готово к тому, чтобы они стали новыми дворянами. Подготовка вся эта шла, уже давно это шло, это с момента, вот как они к власти пришли, Путин, Патрушев, они с тех пор к дворянству готовили, титулы раздавали, там, все это подготовили, связывались с английскими, там, вот этими дворянскими родами разными. Ну, короче, все очень серьезно у них было, все очень серьезно. И теперь, когда все же понимают, что это же просто авантюра была, новую империю создать, там, с новым дворянством, что вот эти все миллиарды награбленные, убивая нас, меня вообще это поражает. 75 лет наши отцы, деды на всем советском пространстве, все там от Дальнего Востока, там, до Европы, до Калининграда, и страны Азии, и все остальные, все работали на то, не имея ничего собственности, на будущее великого коммунизма, построение коммунизма. И в итоге все эти заводы, фабрики, все, что понастроили, там, военные заводы, там, все остальное, все просто КГБшники между собой попилили, а эти КГБшники нас расстреливали. Просто невероятно, какая хитрая операция была ими проведена. Они 75 лет уничтожали нас, за 2 коровы ссылали в Сибирь, там, расстреливали, так, как кулаков, буржуев там, и так далее. А потом КГБшники все взяли, это все поделили. Вот эти КГБшники, их внуки, они обычно по наследству всю эту свою вот гибню передают. Как действующие сотрудники, так и стукачи их, которые. Стукачам назначили зарплату, пенсию. Представьте себе, что теперь стукач, как он, вот, агент КГБ, ФСБ, он теперь выходит на пенсию, отдельно получает пенсию, там, все такое, там, туда-сюда. Как-то они делают, чтобы там не засветился он, что он там стукачок был. И вот такая вот у них ситуация. И вот, завладев этими миллиардами и триллионами, они решили, что вот эти все богатства, когда они умрут, ослабнут, другие КГБшники отберут, другие какие-нибудь сильные отберут. Нужно сделать так, чтобы мы могли на законных основаниях это добро, это все накопленное, передавать своим детям, внукам. Мы должны стать дворянами. И вот они вошли вот в эту Украину, Киевская Русь, там без Киевской Руси никакого дворянства не получается, потому что вся история русских это фейк. Просто выдуманный фейк. Большая часть взята у Украины, там, понахватали. И вот они тут великие русские. Да, там есть славяне среди русских, ну, подавляющее большинство вообще не славяне даже. Вообще к славянству никак не относятся. Там азиаты есть, там не славянские, другие народы есть. Другие, третьи, там, финно-угоры, много-много-много разных. И русские-то внутри России понимают то, что я тут сидящий чеченец понимаю. И они это понимают. И любой может возмутиться, быть недовольным, проявить какую-то там нелояльность. Все, шпион, расстрел, все. Поэтому Старовойт был шпионом или нет, мы не знаем, но то, что он был казнен, в этом я нисколько не сомневаюсь. И, скорее всего, за то, что они его заподозрили, что он шпион. И это будет продолжаться. Об этом мы предупреждали, я еще год, 2, 3 об этом назад говорил. Ну, теперь открыто начали делать. И смертную казнь ведут, и все как положено будет, как они любят у них там. Все вот так будет продолжаться. Как-то так.
Так. Но в Чечне сегодня такая же картина, как Туркмения, Северная Корея, Иран. Нет, дорогой мой, нет. Ни Туркмения не пережила геноцид и потерю более 25% от числа своих граждан. Ни Северная Корея не пережила геноцид, оккупацию и 25% уничтожено своего населения. Ни Иран. Это все их внутри дела. И туркмены, их сами живут, у них свой туркмен, там баши и все такое. Северная Корея, конечно, разделилась, да, у них война между собой, гражданская, внутри была война. Они разделились, и часть, вот Северная Корея, они посчитали, что вот они выбирают вот этот коммунистический путь развития и так далее. И Иран сам добровольно там провели тоже внутри. Мы, чеченцы, никакой революции внутри, гражданскую войну, революцию у себя не устраивали. На нас напала фашистская русня, оккупировала нашу страну, убила более 250 тысяч наших граждан и навязала нам какую-то марионетку из тех своих агентов, которых она выбрала. Поэтому это абсолютно разно по форме, а по содержанию Северной Кореи, Ирану, Туркмении даже не снилось то, что над нами творили. Концлагеря, которые там у нас по всей республике были, массовые захоронения, где каждая мечеть стоит, там каждое массовое захоронение, которое они нам там оставили. И чтобы не раскапывали, настроили там мечети сверху повсюду. А также в Северной Корее, в Туркмении, в Иране не убивали молодежь, чтобы с их документами, паспортами отправлять своих военных под видом чеченцев в Сирию, как ИГИЛ, там разные террористические организации. И это продолжается на протяжении огромного количества времени. То, что переживают и пережили чеченцы, никакой Иран, никакая Северная Корея, никакой Туркменистан даже не снилось. Понимаете? Вот такая ситуация, когда я вам что-то рассказываю, вы там думаете, ну он там где-то преувеличивает, там, конечно же, там, нет, это не так, потому что вы этого не видели, вы этого не знаете. Поэтому вам так кажется. Почему чеченцы там служат, так это там такие разные там комментарии бывают, служат России и так далее, и так далее. То, что сделали над чеченцами, мало какой народ пережил бы вообще, не сойдя с ума. Хотя у нас и люди и с ума сходили. И психически у нас очень много есть проблем в этом вопросе. Понимаете? Поэтому ни в коем случае даже близко не стоит то, что и по форме, и по внутреннему содержанию, как все это происходит. В Ичкерии, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, на страх можно топор вешать. Понимаете? Заходить и ощущать его, руками трогать можно этот страх. И все, что вам рассказывают, это все обман. Есть внутри республики, внутри нашей страны, люди, которые подверглись этой пропаганде и немножко потерялись. Они, как в советское время верили коммунизму некоторые такие особо одаренные верили, что есть коммунизм, что Ленин хороший и так далее. Некоторые поверили в это. Это маленький процент, но они реально пребывают, и им наоборот, им хорошо. Я им завидую, что у них вот они пребывают вот в этой своей нирване и думают, что какая-то суперреспублика, там они там развиваются, Ахмат Путь, там и так далее, и так далее. Это все обман. Нормальные люди все прекрасно понимают. Все прекрасно понимают. И то, что я здесь вам все это рассказываю, вы даже не представляете, как это болезненно для этой фашистской России, для этого ФСБ. Вот эти все симулякры, которые здесь вы видите, там эти блогеры, все, огромное количество просто их. Огромнейшее количество. Каналы разные, под видом ичкерийцев, под видом там ваххабитов, там, ну как бы Имарата Кавказ, борющихся за свободу. Это все симулякры. 90-95% всего, что вы видите, симулякры, чтобы отслеживать, завлекать, узнавать их данные чеченцев, которые не согласны с этой фашней и так далее. Поэтому в этом то, что я говорю и распространяю эту информацию, это до того им болезненно, они
какие только меры не принимают против меня, чтобы меня заткнуть, чтобы дискредитировать меня, чтобы я перестал это говорить. Просто меня убить, это значит подтвердить, что я был прав. И просто так убить меня нелегко будет. Понимаете, это нужно сделать так, чтобы это какой-нибудь там конфликт у меня с кем-то произошел, как будто это не ФСБ там и так далее. И то там можно будет раскопать. Немцы раскопают, я в них верю. В этом смысле немцы молодцы. Но вот в этой ситуации они всех моих родственников, каждому моему родственнику используют методы психологического пазлового программирования. Вы понимаете это? Это как пока лично это не коснется, вы этого не поймете, что я вам рассказываю. Понимаете? К мужчине они подсылают женщину какую-нибудь легкого поведения. Потом внутри семьи там у них делают конфликт, рассаривают. Это произошло, ну, все, кто со мной соприкоснулся, у многих это произошло. Понимаете, кто засвеченный. Это, например, у меня есть, я не хочу сейчас произносить имена, но у меня все записано, все, где нужно, это уже положено, но это такая работа ведется. Понимаете, нужно сделать так, чтобы я сам просто обмяк, расслабился там, и так далее, и так далее. Чтобы там все от меня отказались, чтобы, что вот смотрите, да, он никому не идет, он там, с ним никто не общается, там, ни родственники, никто у него, никого нет, посмотрите на него. Вот до этого состояния они пытаются довести. Это такой хитрый метод. И этим занимается Дмитрий Кечкин, главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. А также Беслан Астемиров этим занимается. Это высокопоставленный агент, офицер ФСБ, который занимается именно вот этими женскими штучками, которые через женщин, через вот этих женщин они зомбируют. К мужчинам подсылают женщин, а самих женщин через женщин они зомбируют. Понимаете? Вот какая ведется работа. Понимаете? Вот, например, на примере. У меня с дома, например, никто не боялись связываться. Моим родителям боялись звонить просто. Никто из Чечни, из временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, не звонил моей маме, например. А ее сестра родная вообще не звонила. Боялись. Мое имя упоминать, это вообще табу было. А так, до того там всем страшно. А теперь она звонит часами. Часами просто моей маме там мозг выносит. Понимаете? Ей самой мозг выносит, я уверен в этом, который ей звонит. Вот эта работа ведется, и этим занимается Беслан Астемиров, офицер ФСБ из Катар-Юрта. Из Катар-Юрта, Беслан Астемиров. И у меня лично к тебе, Беслан, будет кровная месть за все, что ты делаешь. Кровная месть не в смысле убийства, как это преподносит, а в смысле восстановления моих прав, которые вы нарушаете. Рано или поздно мы к этому придем. Понимаешь, Беслан? Придем к этому. И Дмитрию Кечкину у меня есть вопросы. Главарю банды УФСБ, наместнику в Чеченской республике от фашистской России. Понимаете? Вот какая ведется работа. Вы даже не представляете, когда я говорю, там у нас там геноцид, это, 3-10. Им нужно сделать так, чтобы все, что я говорю, было дискредитировано. Чтобы было ложью. Враг Кадыров, вот на Кадырова нужно. Один Кадыров, никакого ФСБ, никакой России нету. Нужно на одно, только на ФСБ нужно, на Кадырова нужно действовать. Вот Кадырова мы уберем, посадим туда какого-нибудь там Закаева, какого-нибудь исламиста. Сейчас у них план, знаете какой? Дагестан, Ингушетию, Чечню объединить вот это. И вместе с Турцией, я полагаю, что они это делают вместе с турецкими разведкой. Объединить Дагестан, Чечню и Ингушетию в один единый исламский какой-то халифат, там, исламский имарат там, и так далее. И какого-то там исламиста из Турции, может с Украины, прислать нам туда посадить. Все там кадыровцев вырезать, точнее там кто откупится. Вот эти странные некоторые исламисты бывают, они за деньги очень многое прощают. И вот эти исламисты, его посадить туда, этого исламиста, в Дагестане своего исламиста посадить, и в Ингушетии какого-то своего исламиста.
Ичкерии я уже предполагаю, какие там будут исламисты. Дагестан и Ингушетия я пока даже не догадываюсь. Хотя некоторые фигуры тут есть. Есть там батальоны создаются, там разные, там есть у меня кандидатуры. Но пока я не могу особо сказать, кто может быть. А вот про Чеченскую республику я уже понимаю. Вот эта работа над нами ведется полностью, чтобы нас исключить из международной повестки, чтобы мы не могли потребовать, чтобы мы не были субъектны и не потребовали за преступление, которое совершила над нами фашистская Россия в соответствии с международным правом, справедливости, восстановления полной сатисфакции в полном смысле этого слова. Как чести, так и убитых людей, и финансово, экономически, что там Россия нам должна. А если у нас там установить исламский халифатчик, или халифатик какой-нибудь там, или какой-нибудь там имаратик Кавказик, все, вот тогда мы какие-то исламисты, террористы, с нами не будут разговаривать. Причем эти исламисты, террористы, каратисты, которых сейчас Россия и Турция совместно пытаются использовать, будут мне доказывать, что никакого международного права нет, мы ничего и так не добьемся, весь народ хочет ислам, халифат там и так далее, и так далее. Понимаете? Вот к чему нас готовят. И это не просто слова, а для того, чтобы уйти от ответственности разным Бесланом Астемировым, Дмитрием Кечкиным, Владимиром Путиным, Николаем Патрушевым и всей вот этой бандитской своре. Как-то так, друзья. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Эмин, 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 буря, амил бочин, эмин, эмин, эмин. Валла мерзца да он царь дыни. И бюгалияш. Представьте себе, сделать столько зла людям. Эти люди, они бедные, они жалкие, они находятся в очень тяжелейшем положении. Понимаете? Я, может быть, и умру раньше них, но я знаю, что я умру с чистой совестью. А им, чем больше они будут жить, тем больше они будут мучиться. Понимаете? Тем больше они будут мучиться. Они дворяне от слова дворняжка. Маркиз Патрушев, лорд Сечин, баронесса Мизулина. Звучит как ролевая игра в сумасшедшем доме. Да, совершенно верно, Евгения. Шалом тебе, дорогой. Они хотят сделать психический удар по тебе для морализации. Да, совершенно верно. Они его делают, каждый день делают. Каждый день я получаю, ну не каждый день там, стабильность, такой завидной стабильностью получаю. Ты имеешь в виду поставить шариатчиков из Дагестана, Чечни, Ингушетии на место Кадырова и других глав? Абсолютно так. По примеру Сирии. По примеру Сирии. Им никакая демократия не нужна, им ничего не нужно, как сирийцам сказали. Им ничего не нужно, они ничего не понимают, они же все исламисты, каратисты, им такой же исламист нужен. А вот за этого исламиста мы гарантируем, он проверен, он наш человек, там Турция, например, там лоббирует там в НАТО, все это наш человек, там мы гарантируем, все будет нормально. Ну гарантируйте, другого того, кандидатуры там вот это все, это же нету. Ну ладно, пусть будет этот. Вот и все. И точно так же вот сейчас хотят в Украине, мне кажется, взращивается, в Турции, может быть, взращивается, я думаю, больше на Украину. Взращиваются и для ингушей там же в Украине. И полагаю, что и для Дагестана тоже там же взращивается свой КГБшный агент. Кто-то понимает, что он агент КГБ, прямо, кто-то просто пребывает в плену абсолютной непонимания, в чем он, где он находится, что он делает, для чего он это делает. А может и понимает. Мне кажется, ну если я здесь все это объясняю, рассказываю, но не может человек этого не понимать, если ты это все рассказываешь, объясняешь и так далее. Посмотрим. Дейлер салам ашхул буря. Уйгаду дейлер маршал, уйгаду. Так.
Шемох сия юхкангумш. Бо буряс. Да, буря. Давай ищем уже надойлем ждали. Здесь уже столько этого от самого малого. Цучу адицна кхешет хайдир дубар. Цу аузубилlah. Ишт хирмина букар. Амарджова батон асна. Гагимарджос тамас. Витаю тебя, дорогой. Рогорагар. Набиулиной подарили наградной пистолет. Видимо, с намеками. Давай, вали отсюда. Намекнули. Она же тесно связана с Западом. Но в Сирии Ашара вроде с Турцией, США дружит. С Израилем хочет дипломатические отношения наладить или нет. Или там другие картины. Ну, знаешь, Страсклайд, мне казалось, что в начале, когда начиналась вот эта революция у них, там, в 2011 году, по-моему, тогда Запад, американцы, европейцы и Израиль поддерживали эту демократическую оппозицию. Но этот конфликт затянулся, и Россия сделала все возможное, чтобы разбить вот эту демократическую оппозицию против Башара Асада. Но все равно, несмотря на это, они как-то объединились и пытались победить. Уже получалось у них. Они воинскую часть за воинской частью захватывали. И где-то вот в 2013 году произошел теракт в Бостоне. И в 14-м, в конце 13-го, в 14-м начали появляться, а уже у вот этой оппозиции асадовской были силы, уже такой азарт побед, у них получалось все. И в этот момент появилось исламское государство Ирака, потом Ирака и Леванте, и из Ирака, из партии Баас и КГБ, и ФСБ вместе с ГРУ, они все это организовали и запустили вот этих хавариджей, или там фанатиков, или радикалов, экстремистов запустили. Хавариджи, это переводится с арабского как экстремисты. И вот благодаря вот этой удаче русских, где они убивали чеченцев, документы отдавали своим ГРУшникам и под видом чеченцев засылали в это исламское государство, вот так называемую эту террористическую организацию. И все затянулось. Просто вся вот эта оппозиция, которая сражалась, была единая, там все у них получалось, они просто были дезориентированы. Бойцов из вот этой оппозиции, а там все мусульмане, в основном все мусульмане, там есть и христиане, конечно, но в основном все мусульмане были. Вот из оппозиции Асаду, вот этой демократической, нормальной сирийской вот этой оппозиции, где как в Чечне это было. Они благодаря вот этому исламскому государству оттуда вырывали людей, зомбировали их, просто переключали. Потому что на самом деле очень много вещей во время войны делается неправильно. На местах командир может быть коррупционером, еще чего-то. Где-то там он к своих подтягивает, посылать на какие-то мясные штурмы может. Всякое на войне бывает. И люди на войне видят эту несправедливость. Особенно остро чувствуют ее. И в этот момент, когда еще новая какая-то сила появляется, чистый ислам, этот как бы не чистый уже автоматически, там супер все справедливо, там третье, десятое. И он думает, а что я? И потом еще бабки. Очень важный момент. Очень. Вот этих супер радикалов исламистов всегда почему-то бабки должны быть. И вот они бабками, обманом, зомбированием раздробили вот это сопротивление. И это выгодно было не американцам, это было невыгодно Израилю, невыгодно американцам, невыгодно Западу. Потому что они много сделали для поддержки вот этой первой демократической мусульманской оппозиции, которая была Башару Асаду. И вот они благодаря этому уничтожили, разбили это все. И этот конфликт еще больше затянулся. И теперь поставили агента, который воевал в Аль-Акаиде,
против американцев ходил, в Ираке воевал, и так далее, и так далее, и так далее. Они его подвели, там Турция, как обычно, поспособствовала, и все, сказали, ну, а что теперь Трампу делать? У них своих людей там нет, какой-то порядок нужен, какая-то хотя бы мнимая Башара Асада устранили, все, но своего человека туда русские поставили, турецкого и русского человека. Я считаю, что это русский и турецкий человек, который вот этот Ашама, или как его там зовут. Вот как они это делают. Вот как это все управляется и как делается. На мой взгляд. И то же самое они могут сейчас у нас здесь делать на Кавказе. Сейчас кадыровцев вырежут. Всех, особенно богатых, они откупятся, где-то попрячутся, русские их своих повывезут, агентуру. А вот эта мелкая шушера, которая там их обслуживала, там бегала у них как шестерки, их казнят, их будут там по телевизору показывать. Причем будут отрезать головы, на площади расстреливать, чтобы кроваво, как ИГИЛ это делал. И тогда весь мир скажет, да, турки, вы занимаетесь этим, а турки с русскими это все же готовят. Понимаете? В Украине мы видим, русская агентура действует. Понимаете? Открыто уже они давно уже открыто себя там ведут. Русская агентура. И там вот Ахмед Закаев, абсолютный проводник кремлевской идеи. Его на каналах показывают, там, и все с ним общаются, все как положено. Понимаете, у Гордона там Руслана Кутаева, который никогда из России не уйдет, кричал. Его там показывают. Это все украинские каналы. Вы можете смотреть. И там вот это все готовится. Там очень много вот этой гибни до сих пор сидит. И потом под видом, ну смотрите, это же, они же с Украиной связаны, нам скажут. Это же, это бойцы, они воевали против России в Украине. Там, это же супервоины, там, туда-сюда и так далее. Понимаете? И потом нам покажут, что вот нужно сделать его, другого выбора нет. Чеченский народ зашуган, забит. Он ему что скажет? Он хорошо сейчас скажет. А если придет какой-нибудь боец оттуда, с Украины, который уже готов, подготовлен уже я уже знаю, приблизительно знаю, кто там будет. И он потом придет и скажет, о, это же супервоины. Они наши спасители, скажут чеченцы. И установят нам там исламское государство. Дагестан, Чечня и Ингушетия. Которое будет контролироваться русскими. Русская агентура там останется полностью. И турками. Мнение, выбор чеченского народа собираются они не учесть. Ну, я это знаю, теперь и вы это знаете. И мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Понимаете? Мы сделаем все, чтобы этого не произошло. А когда настанет момент, у чеченцев такая, как Митрохин был такой один, да, деятель. И он сказал, что чеченцы это атомная такая энергия. Так вот, эта атомная энергия у чеченцев, она есть. Она сейчас на данный момент существует. Понимаете? Просто сейчас не время для того, чтобы они вышли. Вот это вышла, это атомная энергия. И когда этот момент настанет, мы сделаем все, чтобы выбор чеченского народа остался за чеченским народом, и его величество, господин чеченский народ, сам решал свою судьбу, без разных турецких разведок, которые нам вроде бы должны были помогать. Ни какой-нибудь фашистской русни близко там не будет. Но мы сделаем все возможное. И посмотрим, чья возьмет. Мы готовимся. Дал-мула. Так, пойдемте дальше. Интересный стрим. Он будет в записи? Конечно. Наши стримы все в записи. Наш канал запрещен на территории фашистской России, поэтому найти канал будет вам очень сложно. Поэтому вам нужно либо подписаться, либо как-то сохранить ссылку. Так. Почему Турции не нужно, чтобы в Сирии было демократическое правительство? Типа потому что там сама Турция в диктатуру скатывается. А зачем Турции нужен конкурент там? Демократическое государство. Если это будет исламское государство, вот это религиозное, те,
теократическое государство. Это сегодня кажется, что вот там с Израилем они отношения выстраивают. Сейчас просто нужно каким-то образом вот этого своего человека протолкнуть. Где суды массовые над сирийскими вот этими асадовскими людьми? Нету их. Видите, тишина. Как будто ничего не было. Просто поменяли какое-то шило на мыло, поменяли и тишина. А нужны массовые суды. Всех нужно привлекать к ответственности. Не тех, кто массово там людей расстреливал и на камеру засветился. А тех, кто не засветились. Все вот эти спецслужбы. Нужно все это сделать. А в Сирии этого не делается. И если сейчас там кто-то думает, что сейчас с Израилем у них отношения налаживают, может какое-то время так и будет, что будет все в порядке, на самом деле не будет. Я полагаю, что через какое-то время Сирия станет основным вот этим тыкальщиком в бок Израилю. Между ребер будет вот так тыкать ему, давайте, давайте, как это делал Иран, как это делал Ливан, как вот эти все вот Иран и все остальные, которые там есть. Поэтому это только как бы сейчас им просто нужно закрепить вот этого деятеля своего нового. Поэтому не знаю, что будет, но Сирия делает, Турция делает то, чтобы контролировать и управлять, чтобы не настоящий союзник Израиля там был, который реально будет союзником. Мы, мусульмане, чеченцы, сирийцы, арабы, мы не враги Израилю, евреям, иудеям. Мы ни с кем не воевали, ни с Израилем, ни иудеями. Они нас не бомбили, не сжигали целыми населенными пунктами. Это делали совсем другие люди. И в этом смысле великий Израиль может получиться, если он будет жить в мире. Если с ним будут считаться и соседние арабские, мусульманские страны, как некоторые уже начинают считаться, договариваться и так далее. А этого нельзя допустить. Если Израиль станет великим, как его хотят там воссоздать, он уже великий на самом деле, да, то Турции это не понравится. Понимаете? То зачем Израилю? Потом еще Израиль начнет там по носу Турции стучать. А зачем это нужно? Не нужно. Вот такая вот, на мой взгляд, история. Может, я немножко по-простому рассуждаю, потому что я не особо там все это разбираюсь. Но я вижу картину так. Сейчас там есть хаос в Сирии. Нету там хаоса. Я имею в виду самого нового президента. Есть полный контроль над государством. Например, курды на севере не под контролем новому правительству. Да, и Турция против курдов. Да, совершенно верно. Сейчас вот в этом и весь фокус. Как так получилось, что с 2011 года, сколько, 10 лет, 15 лет, 14-13 лет убивали сирийцев, сносили города, села, все, что только возможно. Новый пришел человек, который якобы боролся против них, и никого не привлекают к ответственности. Значит, режим не поменялся. Просто сменили обвертку, сменили, просто лицо сменили. Все, больше ничего не изменилось. Понимаете? А если не будут наказаны преступники, значит будет обязательно рецидив. Обязательно. Опять над народом будут издеваться. Как будут, их будут зомбировать, делать их исламистами. Все вот эти спецслужбы Башара Асада, все на местах останутся. Кто-то в подполье, где-то, может, кто особо там одиозный, засвеченный, будет прятаться, потому что люди пытаются найти, наказать, наверное, за своих родственников, кто засвечен и так далее. Но по большей части государство этим не занимается. Мы не видим судов, наказанных там, 30. Значит, они будут из них делать исламистов. Делать, а потом давайте на Израиль пойдем. Вот смотрите, какие они плохие. Как они там сектор Газа там разбомбили, помните? Вот через 5 лет, 10 лет это может с новой силой вспыхнуть. А может быть и раньше. Как-то так. Посмотрим. Но Турция, да, будет делать все, что угодно, чтобы у курдов не было государственности. Поэтому они хотят целостность Сирии до 2011 года, чтобы на севере курды не имели ни государственности, ни армии. Да, совершенно верно. Русские помогают туркам, чтобы у курдов не было государства, делая вид, что они помогают курдам. А турки помогают русским, чтобы у чеченцев не было государства. Понимаете?
и чтобы вот они управляли. Сейчас они с Азербайджан, Армения договорились, там на выход на Каспийское море через Азербайджан, потом Туркменистан и Большой Туран будет создаваться. А здесь сбоку, между двух морей на Кавказе, будут создавать исламский вот этот проект. Чтобы потом использовать. Во-первых, чтобы русские ушли от ответственности, чтобы их в соответствии с международным правом не привлекли к ответственности за все преступления, совершенные против чеченского народа. И затем использовать этих исламистов, которые будут зомбировать для угоды там, великому Турану, великой Турции там, и так далее, и так далее. Вот какая вот ситуация проглядывается. Посмотрим. США и Израиль помогают курдам. Да, я слышал, что они хотят, чтобы там было курдское государство сделать. Посмотрим, что у них получится. Посмотрим. Но когда в Сирии, например, начиналась война, и когда уже побеждали этого Башара Асада, когда уже побеждали, в Америке произошел в Бостоне теракт, за которым стоит этот же Дмитрий Кечкин, главарь банды УФСБ, который был замначальником УФСБ в Дагестане и который курировал непосредственно этот террористический акт. Вот этого братьев Царнаевых, который, брат один, Тамерлан Царнаев, который приехал в Дагестан, который встречался в специальной мечети, которая всем была известна как радикальная. И через Саида Амирова, мэра Махачкалы тогда, через его вот эту агентуру, который сам был агентом ФСБ, и которого была своя агентура, вот эти ваххабисты, там вся вот эта ситуация, они вот этого Тамерлана Царнаева вели все это время. Как я вам неоднократно рассказывал, один бывает полезный идиот, вокруг него 100 российских агентов, которые еще большей бородой, еще супер воины, супер там отмороженные и так далее, но жертва он. Он должен идти на самоубийство, он должен совершать теракт и так далее. И они потом рассосутся по углам. И вот они вот его так вели, все это время был там Кечкин. После того, как произошел теракт, Амирова сняли, быстро спрятали в тюрьму, якобы дали пожизненное, куда-то его перевели, чтобы американцы не допросили. И Дмитрий Кечкин с новым главой Дагестана занялся коррупционными делами и зачисткой всех, кто был вокруг Махачкалы, этого Саида Амирова и так далее. То есть им дали право забрать все, что было у предыдущей вот этих агентуры себе. И Дмитрий Кечкин очень небедный, я полагаю, человек. И сейчас для того, чтобы объединить Дагестан, Чечню и Ингушетию в один единый исламский халифат или Кавказский имарат, Дмитрий Кечкин был переведен в Ингушетию, там поработал годик, потом перевели его в Чеченскую республику. Точно так же там вся его вот эта банда, ну, своя агентура, свои вот эти доверенные лица, все это также двигается за ними. Вот так идет все по кругу. И вот такая вот каша готовится. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я, главное, вас предупредил. Главное, не забудьте это. Оставьте у себя в голове. Даже если вы мне не верите, просто оставьте в голове. Вы увидите, что это так произойдет. Если мы не будем ничего делать. Ну вот, кстати, турки убивали курдов, а мусульмане молчат, ничего не говорят. Зато и турки, и другие мусульмане кричат о Газе, о палестинских детях. Но это как пропаганда. Пропаганда им говорит по телевизору, вот, смотрите, и все начинают говорить. А то, что уйгуров убивают, там, сажают именно из-за религии китайцы, фашистский Китай, об этом ничего, никаких вопросов. Все молчат, ничего не говорят, уйгуров не вспоминают. То же самое касается вот курдов. Курдов убивают, там есть мусульмане, их убивают, ничего страшного, это же российская пропаганда нам не рассказывает, что курдов убивают. Ну, значит не убивают, значит плевать. Вот отношения вот этих всех заступников за сектор Газа, за Хамас там и так далее. Израиль единственная страна, признавшая результаты референдума в Курдистане, по-моему, в 2017 году. И что это значит?
Россия всегда поддерживает диктаторов, которые уничтожают курдов. Э, у России есть свои курды. Как внутри России есть, так и вот эта агентура, вот этот дед Хасан и все, это криминальный мир. Вот курдов свести на уровень бандитов, как чеченцев сейчас сводят на уровень бандитов. Вот точно так же курды. Методы одни и те же. Методички, там, институт вот этих Шарашкина контора, Академия ФСБ, так называемая. Вот в это они обучаются только этому. И вот они курдов используют как бандитов. Это как бы и дискредитация всех курдов, когда там бандиты, криминал, плюс молодежи это нравится, там наш там авторитет туда-сюда. Да, в итоге это вред как государству. Потому что если бы это было уже устоявшееся плотное, мощное государство, даже не мощь, просто государство уже сформировавшееся четко, то тогда бы это можно было бы потерять вот эту всю вот эту их пропаганду. Но когда курды еще бьются за это, и какие-то там бандиты, я как чеченец могу сказать, когда вы бьетесь за государственность, и какие-то бандиты там в Украине чем-то криминалом занимаются, еще где-то там чем-то занимаются, в России занимаются, и вас представляют, и здесь в Германии банды они создавали. Мы сделали так, что их больше нет, этих банд. Они пытались здесь создавать эти банды. Я на самом начальном этапе их, понимая, как это все работает, сразу им сказал, смотрите, и причем эти бандиты, которых фактически я спас, они мной недовольны остались. Почему ты про нас говоришь? Я у себя в эфире о них говорил. Что ты о нас говоришь там? Типа мы такие крутые парни, а ты нас... А на самом деле их в расход пустили бы. Понимаете? Это просто материал, как дед Хасан. Хотя дед Хасан был очень высокого полета. Но все равно пустили в расход, как только потребовалось закрыть вопрос. Просто странно, что больше никто не признал. Ясно. Объединить Дагестан, Чечню, Ингушетию, это, конечно, трэш, еще понятно, Чечена, Ингушетия, как в советское время. А что здесь трэш? А разве сейчас они не объединены в одно государство? Это что, ты вообще странные вещи ты говоришь. Они же сейчас объединены. У них что, какие-то права есть не в одном центре, которые решаются? Или их там чиновники и генералы, менты, эти, военные, они что, не общаются, не вместе в баню не ходят, не бухают вместе? Все они вместе живут, общаются. Просто будет сейчас другой центр просто, понимаешь? Центр будет какой-нибудь там Вася будет, там Махмуд какой-нибудь, большой бородой будет, который с Турцией будет договариваться. А сам связан с Россией еще будет, понимаете? Может, не он сам, а вокруг него будет эта вся кодла российская. Понимаете? Это так будет. А им какая разница? Что им объединять? А народ также должен быть запуган. И нужно будет на площадях людей расстрелять, голову отрезать. Ну, все как они любят на КГБ, да, на Лубянке. И представить все, смотрите, это дикари. С ними бесполезно разговаривать. Это все они готовят. К этому они идут. Я это так вижу. Курды имеют какую-то государственность в Сирии, Иране, но в Турции и Иране ничего полностью, хотя раньше в Турции были движения. Нет, иметь государственность и иметь автономию и иметь свое государство, это две большие разницы. Когда у тебя твоя своя спецслужба, своя армия, тогда у тебя куется элита, военная элита, спецслужбистская элита. Это очень... Это и есть государство, они формируют это государство, они защищают его. А этого пока курдам не дают сделать, понимаете, ими вот так, как с нами, с чеченцами, как с черкесами, которых тоже вот так раздробили, курдов раздробили, и вот не дают им прийти в себя. Одних за деньги покупают, других там религии обманывают, там еще что-то делают. Большая работа ведется. Курдское государство будет могильщиком турецкого империализма, который активизировался в последние годы. Естественно, что Турция боится создания Курдистана. Но не знаю я, Евгения. Если честно, очень не знаю. Не знаю.
будет оно или нет, но курды заслужили свое государство. Если евреи и американцы сделают так, чтобы у них оно появилось, это будет большой-большой жирный плюс для этих двух народов и государств. И для курдов это будет спасением. Фактически это будет спасением евреями и американцами курдов, которые так долго к этому идут. Но посмотрим. Но турки сделают все, чтобы этого государства не было, вот этого курдского государства, потому что это сатисфакция, как то, вот о чем я как раз и говорю. Если мы создаем свое, деоккупируем свое государство, то у нас появляются автоматически судебные органы, мы становимся субъектом международного права, у нас появляется своя спецслужба, у нас силовые органы свои появляются, как Израиль и Моссад. И мы начинаем действовать по привлечению к ответственности этих людей. Судим, в Гааге мы судим, в Джахаре мы судим, не имеет значения. Если есть решение суда, наши спецслужбы, наши люди выполняют решение суда по доставке этих людей в суд или в места лишения свободы. Либо производится ликвидация таких преступников. Если же у тебя этого нет, ты не можешь этим заниматься. И вот я боюсь, что курдам не дают этого сделать. И Турция несет огромную ответственность за десятилетия, если не столетия, то, что она курдов преследовала. И это большие проблемы для Турции. И Турция сделает все. И русские сделают в помощь Турции, чтобы этого государства не было. Посмотрим, когда Израиль и Запад пытались помочь вот этой антиасадовской оппозиции, из этого ничего не вышло. Не вышло. Просто их все остались они там со своими проблемами. Америка просто отвернулась и все, и на этом все закончилось. После того, как провели у нее теракт. Понимаете? И опять может быть, курды могут начать там нападать на евреев. Это не исключаем. Если русские начнут там своих там подначивать там и так далее. Дед Хасан был езидом. Ну да, был езидом, да. Но я как бы подразумеваю, что это как бы один народ. Езиды, курды, просто по религии они отличаются. Почему многие чеченцы враждебно относятся к курдам? Это турецкая пропаганда среди чеченцев, кавказцев. Нет, это не только турецкая пропаганда, хотя мы не знаем, на русском языке она может быть и от турков, быть и от русских, потому что русские тоже нам навязывают вот эту пропаганду. Но по большей части это связано после того, когда в Сирии произошло вот боестолкновение, когда вот эти чеченцы пошли штурмовать курдов, и там несколько сот, 100, 200, 300, некоторые говорят 400 человек, кавказцев, там среди них было много чеченцев, большая часть были чеченцы, которых просто послали вот на смерть туда, чтобы... И я полагаю, что их специально убили для того, чтобы утилизировать вот этих чеченцев, настроить против курдов чеченцев, когда убили столько чеченцев, хотя курды вообще в этом не виноваты. Они жили на своей земле и защищали свои места. А приехали какие-то чеченцы, какие-то там исламисты, и их послали туда. Оболваненные турецкой и российской спецслужбой из Европы. Пылесосом вот так всех собрали и отправили в Сирию. И потом их куда-то надо девать, их нужно утилизировать, убить их, то есть нужно. И вот их послали на эту смерть. Заодно представили против курдов, что это курды виноваты. Хотя там не только курды в них стреляли, там в основном даже и не курды стреляли. Понимаете? И их вот уничтожили. И начали об этом говорить, что вот курды. Ну, чеченцы как-то, я думаю, не особо как-то сильно восприняли эту новость. Потому что многие не поняли, что там произошло. Ну и как бы курдов винить никто не хотел, потому что они у себя на родине находятся, на своей земле находились. И тогда здесь, в Европе, начали собираться, что вот там какие-то курды, там что-то. И везде, где нападение на курдов, противостояние с курдами здесь, я проверял это все. Я все это там спрашивал, писал, разговаривал. Всегда российская разведка там была. Всегда связанные с Кадыровым, с ГРУ, с ФСБ люди были. Всегда замешаны, чтобы вот здесь, в Европе, создавались. Понимаете?
И использовали некоторых там полезных товарищей, которые там за нашу сторону, там ичкерийцы, там воевавшие, все такое, их использовали. Там по-братски, по дружбе, там где-то что-то как-то. Давай собери, там тебе ж поверят, надо собрать, вон на нас курды нападают, нас хотят курды убить. И с той стороны тоже курды накручивались, вот там чеченцы на нас нападают. Понимаете? И вот, вот после этого тогда уже в голове, уже все это же здесь в Европе распространялось. Разбрасывали, быстро собирайтесь, быстро все собирались, там ножи точили, там дубинки забирали. И все это уже все, ага, курд враг. У молодежи уже в голове осталось, курд враг. Вот я с этим борюсь, я хочу им объяснить. Курд нам не враг. Понимаете? Курд нам не враг. Курды нам ничего плохого не сделали. Единственный наш враг это Лубянка, ФСБ и Кремль. Вот это имперская фашистская Россия. Вот кто враг и чеченцев, и украинцев, и курдов, и грузин, и сирийцев, и всех, и евреев, и американцев. Вот кто наш враг. И это нужно понять. Пока мы это не поймем, мы так, нас вот так будут вертеть, как хотят. Да? Так, друзья, мы уже более 1,5 часов, 100 минут мы в эфире. Я думаю, на этом я свой стрим закончу. Я думаю, получился интересный стрим. Распространяйте ссылку, друзья, подписывайтесь на наш канал. Распространяйте ссылку, если вам это безопасно. Если вы находитесь вне пределах фашистской России и временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Распространяйте ссылку и подписываться можете, да, и смотреть безопасно. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless America. Адикюэль Маш Ойль. Всего хорошего. До свидания.